această ediție a emisiunii revenim la sudul Republicii Moldova și anume în raionul Comrat. Întâi de toate am mers la ferma de cai din Ceadărlunga. Aici am călărit pentru prima dată în viață un cal și am făcut cunoștință cu cel care și-a propus să transmită această activitate din generație în generație. În cel mai mare sat din Europa, Congaz, am gustat mâncare tradițională găgăuză și am descoperit adevăratele valori ale localnicilor. Tot în această deplasare am îmbrăcat haine tradiționale găgăuze și am făcut o plimbare cu măgarul. Episodul de azi are multă culoare și nerv, așa că rămâneți aproape. Noi am ajuns la Comrat și chiar aici o să bem cea mai bună apă din Republica Moldova de la cel mai bun izvor. Bună ziua! Selam! Este adevărat că din acest izvor este probabil cea mai gustoasă apă din Republica Moldova. Да, правда, самая вкусная. Она чистая, вкусная, очень многие приезжают сюда для того, чтобы набрать именно нашу воду. Vreau să mă întreb, aici în Găgăuzia, toate domnișoarele și doamnele sunt îmbrăcate în haine tradiționale? Нет, мы просто с нашим ансамблем Кардашвар репетируем, идем на свадьбу играть. И поэтому я в таком костюме. Но это наш Так, это национальный уже костюм. интересно. Можно послушать ваш ансамбль? Конечно, без проблем. Ой, давайте. Инструмент, на котором я играл, называется гайда. Это народный инструмент и гагаузов, и болгар, ну и даже у молдаван этот инструмент есть. Ну, данный инструмент, он вышел из Балкан, потому что, как известно, гагаузы пришли сюда с Добруджи, и вот это больше балканский инструмент. Раньше наши предки делали его из козьей кожи, но так как сейчас 21 век, это уже искусственный материал, то есть это нет ни запаха, ничего, а звучит так же. Вот этой трубкой надуваем в мешок воздух, и когда наполнился мешок, нажимаем рукой. И нажимаем, и есть звуки. Вот, примерно так. Gata, să înțeleg eu muzică. Аккордеон является очень популярным инструментом. На нем можно исполнять очень много интересных произведений. Также и гагаузские народные песни, танцы. У меня инструмент самый-самый-самый национальный – даул. В отличие от молдавской добы, здесь имеется у молдаван джампара. У нас ее нет, у нас стучится тросточкой по левой стороне. Что тут у нас У есть? гагаузов на столе обязательно должно быть туршу, брынза и плацента. Это наши, как муратуль, да? Да, они соленые, кислые. Просто А объединение. плацента фирменная Плацента гагаузская? фирменная гагаузская. Оно отличается тем, что у нас собирается гармошкой. Вот, собирается так И гармошечка. я смотрю, что много брынзы. И да? много брынзы. И, конечно же, вино, без вина никак. Спасибо, что Добро пригласили. пожаловать к нам. Calul negru nu este întâmplător aici. Acesta este simbolul orașului Comrat. Găgăuzia este unitate teritorială administrativă în Republica Moldova, iar aceasta are și drapelul ei, tricolorul, albastru, alb și roșu.
Tămăcușule. Kavurma, turşu, gözleme, sıcak ekmek, şarap. На сегодняшний день на ферме у нас 60 лошадей. Матки с жеребятами и молодняком ушли на пастбище. Это ваш любимец. Ну, как вам сказать? Они все для меня любимцы. Просто мы хорошие друзья. Ну, это заметно. Любовь к животным и вообще к лошадям у меня родилась в детстве. У меня отец работал на ферме, ездил на лошади, и я всегда старался быть с ним. Но мы династия коневодов и конников. У меня отец занимался лошадьми, дед занимался, а про прадеда ходили легенды по всей Бессарабии. Был такой Моштанас. Он был знатным коневодом, с ним считались, даже боялись. Когда он в Румынии шел по базару, даже румыны говорили: «Манчет, а винит Моштанас». Слышно было, что он идет, у него ниже левой ноги, колена, был протез. У него ноги не было ниже колена. Но он верхом ездил в Бухарест, в Яссы, верхом. Мой сын ветеринар, в 5-м поколении, он работает со мной здесь. Я после армии принял хозяйство у отца, здесь была овцеферма, но принял с условием, что мне передадут всех бесхозных лошадей в колхозе. Они были по бригадам, где 2, где 3. И вот тут потихоньку мы начали создавать конеферму. Это начало 80-х годов. И уже в 92-м году мы получили статус племенной фермы. И по сегодняшний год мы этот статус сохраняем. И, к сожалению, мы остались только одни в Молдове. Мы сохраняем здесь породу, которая называется Орловский рысак. Наши лошади, купленные в Кишиневе, в конно-спортивной школе, выступают и в конкуре, где прыгают через препятствия. Выступают и в выездке. Это когда лошадь танцует. Вот. Молдова когда-то ассоциировалась как страна любителей лошадей. Сегодня тоже любят в Молдове лошадей, но больше под капотом. Ну да. Мы хотим здесь создать туристический, экскурсионный, оздоровительный конно-спортивный комплекс. И туристы к нам приезжают. Оздоровительный мы хотим построить манеж, где будем преподавать уроки по верховой езде. У каждой лошади есть кличка, я их всех помню. Вот. Я знаю не только их родителей, но и их дедушек, бабушек, потому что работаю здесь уже 40 лет. Вот. Здесь не одно поколение лошадей выросло. Prieteni, acum pentru prima dată am urcat pe un cal, nu este atât de dificil cum am crezut. Acesta este Mart, are 5 ani și după cum vedeți este unul dintre cei mai neobișnuiți din această fermă de cai. Hop, 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 hop. Da? Mart se agită pentru că vrea ca să aibă coafura perfectă pentru imagine. Probabil. Cu Mart vor să se fotografieze în special miresele și nu întâmplător pentru că, după cum vedeți, are și o coafură așa specifică și arată foarte bine și solid. În acest graj fuge Jar, un cal de 5 ani care deja de 2 ani participă la competiții sportive. Ia uitați cât de frumos fuge și ce picioare lungi are. Acum în grajd îl vedeți pe Câvrac, un cal de 2 ani și jumătate, iar numele său în traducere ar însemna suplu, adică în formă. Ia uitați-vă cât de spectaculos fuge. Я люблю писать портреты наших лошадей. Вот это наши дамы, они на пастбище сейчас. Вот это Фарбина, это Корона, это Карамель, это Ладья, Любезная, Березка, Крепышка, Лаперуза, Пеперуда, Лаванда, Богема, Ливия. Как вы их отличаете все?
мой конь колдун, с кем мы начинали работать. Это его портрет. Колдун, о, Нарядной нашей национальной уздечки. Вот я хочу показать вот работу одну. Она мне больше всех нравится. Серую лошадь в яблоках очень трудно изобразить. Вот. Чтобы он был и живой, и правильный. Вроде получился. очень красиво. Prieteni, acum noi suntem la un complex etnoturistic sau mai exact o casă-muzeu sub cerul liber care se află în satul Congaz, cea mai mare localitate din mediul rural din Europa. Ia uitați-vă ce frumusețe! Tot ce vedeți aici este natural. Prieteni, aici este un hotel unde vin turiști și se cazează. Acest hotel este neobișnuit prin faptul că toate aceste camere sunt diferite. Sunt pentru bunică, pentru bunel, pentru tineri căsătoriți, pentru rude și tot, absolut tot ce vedeți aici este natural. Aici este camera bunelului, vis-a-vis este camera bunicii, cea care de obicei are grijă de nepoți. După tradiția găgăuză, bunelul era cel care a doua zi trebuia să muncească, de aia avea nevoie de un pat mare, lat și comod pentru ca să se odihnească. Iar acum haideți să vă arăt ceva care o să vă placă tuturor. Ce vedem aici? Iată aici. Nu este un pat, este lejancă. Sau cuptor, cum îl numeau mulți dintre noi în copilărie. Deci, acesta este funcțional, se face focul de după perete și respectiv cei care vor să-și reamintească despre copilăria lor vin aici, închiriază o cameră în acest hotel și se bucură de viață și de amintiri frumoase. Parcă sunt la mama pe lejancă acasă. Nu văd diferență. În camerele acestui hotel etnoturistic au fost cazați turiști din toată lumea. Au venit de peste ocean din Statele Unite ale Americii, din Italia, Franța, Spania și, evident, din Turcia. В чем особенность этого комплекса? Особенность в том, что здесь все идентично гагузское. Здесь все восстановлено один в один, как 100 лет назад жили наши предки. Домики натуральные, все внутри, каждый домик, он музей, гостевой домик. Вот это, где мы находимся, это гагаузский Бюйкбаш, где встречали всех гостей. И сегодня Каса Мария. И здесь сегодня мы встречаем всех наших туристов, наших гостей. Здесь мы их угощаем нашими традиционными гагаузскими блюдами натуральными и, конечно, нашими южными лучшими красными винами. Насколько часто приходят туристы сюда и откуда приходят? Лондон, Германия, Италия, Франция, наши братья-соседи румыны, здесь Украина, Россия, меньше, но тоже Турки. Конечно, Америка не раз была, Канада, Япония, Токио, Китай. Я горжусь, что наши двери открыли столько разных людей с разных стран. Что они говорят? Почему они сюда приходят? Я их спрашиваю, что, откуда вы с Пенсильвании, что вы здесь ищете, что вы потеряли здесь, что вам здесь нравится. Поверьте, я с каждым туристом общаюсь. Я стараюсь, у меня дочка знает 5 языков, стараюсь на разных языках. Что вы ищете здесь, что вам здесь нравится? И они восхищаются нами. Вы нам нравитесь. Им нравится наш колорит. Они говорят, что таких домиков, таких гостевых мест, такого музея нет в мире. Им нравится наша еда натуральная. По отзывам людей я не слышала ни одно плохое. Люди гордятся этим, что мы создали это, и мы показываем всему миру, что мы есть. Турист, когда приедет сюда, мы ему сделаем 1 час экскурсии по комплексу. Меньше не получается.
он должен прикоснуться к истории и традициям гагаузского народа. Мы его переоденем в нашу одежду. Это трогает каждого туриста. Эмоции переполняют, когда они переодеваются, фотографируются, и мы показываем какие-то обряды. Мне кажется, с этим они уезжают навсегда. И самое главное, что они уже передают своим друзьям. У нас несколько стран уже приезжают по отзывам своих друзей, которые были здесь. Они могут спать в этих уютных натуральных домиках, которые помазаны глиной, соломой, которые дышатся. Так, я знаю, что у вас плацинта есть. По-другому называется? Называется дюшемя, называется кырма. Дюшемя готовится из брынзы овечьей, а кырма готовится из творога и сметаны коровьей. Здесь готовится самое лучшее блюдо – это гюзлемя. Божий потолок, укрепец. Когда в печке готовится, это долго. Чтобы детей немножко чем-то накормить, пока они бегают и не ждать рейса, бабушка всегда готовит гюзлемя. Быстро. Сейчас мы его готовим из теста и брынзы овечьей и сразу жарим его на огне. Особенность в том, что это тесто пресное и готовится, она очень тоненько раскатывается. Это софра. Кстати, софра, гагауз софрасы, это гагаузское гостеприимство в смысле большом. Это такой столик, за которым собиралась вся семья. Когда приходят гости, вот мы говорим, молдаване говорят, «Авиним ламасы», а мы говорим, «Буюр софрая». Люди любили работу свою, любили свою семью. Для своей семьи, для мужа, для детей готовили самые лучшие для гостей блюда. Гагаузы очень гостеприимный народ. Сам, может, не покушает, но самые лучшие блюда для гостей. И едятся сразу горячими. Давайте попробуем их. Да. Această bunătate este ghiuzlimea, un soi de plăcintă cu brânză de oi, dar pe care o putem găsi doar în Găgăuzia. Ia să gustăm. Să vingem. Foarte gustoasă. Simte brânza de oi atât de puternic, foarte subțire, cu brânză de oi și are un gust neobișnuit. Nu-i ca plăcinta clasică moldovenească. Doar în Congaz mâncăm așa ceva, da? Да. Так, дорогие гости, это каурма. Каурма. Так. Она пробуется, когда горячо. Да? Все да. горячо. Так, давайте по две. Это мясо... Мясо ягненка. Ягненка, да? Да. А запах какой? А тут у нас что? Это картошка, она в мундире и в печке, когда вот вытаскивают хлеб, ставят картошку, и она быстренько там, то, что осталось, запекается. Astea sunt un soi de murături pe care le cunoaștem noi, dar această caurma trebuie consumată obligatoriu cu murături. Sunt destul de iuți murăturile, dar nu foarte iuți încât se deranjează. Adică sunt destul de gustoase. Să gustăm și caurmaua. Îmi place bunișorul, da? Foarte gustos. Am avut un prânz extraordinar la Găgăuz Sofrası, alături de această minunată doamnă. Eu cred că oricine dintre cei care urmăresc în aceste clipe emisiunea trebuie neapărat să vină aici, în satul Congaz, cel mai mare sat din Europa, și să guste aceste bunătățuri. Что мы кушали? Каурму,
turşu, gözleme, sıcak ekmek, şarap. Și sunt multe alte surprize care merită gustate aici. Așa că neapărat treceți, veniți în vizită, aveți ocazia să rămâneți și la hotel noaptea. Iată, Iulia, vedem că e foarte responsabilă, e ascultătoare. Iulia, merge mai repede? Nu, cam asta. Suntem în continuare în satul Beșalma, iar aceasta este una dintre cele 34 de mori de vânt care au lucrat în anul 1895. Это ветряная мельница, которая была построена очень-очень давно. Этой мельнице как минимум 200 лет. Первым, кто зафиксировал мельницы здесь, на территории Бешалмы, был русский ученый, генерал Валентин Александрович Машков. Прибыв сюда в 1895 году, он зафиксировал 34 мельницы. Это было в том списке. Вот в Молдове таких мельниц, именно болгарского типа постройки, говорят, есть 7 мельниц. Только в Бешалме есть 2 мельницы. Одна в еще худшем состоянии, а вот если хорошенько отремонтировать, она будет вполне рабочая. Наша мельница, она включена в туристическую точку. Гости, приходя в село, они обязательно небольшой тур, если хорошая погода. Каждый турист может подъехать сюда, посмотреть, пофотографироваться. Это и как туристическая точка, но мы хотим, чтобы ее восстановить в действующем варианте. În interiorul acestei mori de vânt sunt două mecanisme. Unul dintre ele ajută la producerea făinii de grâu, iar altul ajută la producerea făinii de porumb. Și dacă e nevoie, această moară poate fi funcțională. În satul Beșalma este și o fântână care are peste 400 de ani. Se zice că ea a fost construită de către tătari care au trecut într-o perioadă pe aici și chiar s-au oprit și au locuit. Здесь самая чистая вода всегда была. Вообще в Буджаке всегда было мало воды. И бывало, что в середине лета даже речки высыхали. Но в татарском колодце вода всегда оставалась чистой, прозрачной. Вообще, как вы застали, 3 татарских колодца. Он один из них. Что делали тут татары? Что произошло? Татары жили до нас, они выращивали овец, они землю не обрабатывали, просто здесь проживали. Колодец сегодня используется только в основном для того, чтобы поить животных, овец, лошадей. Но я очень надеюсь, что тоже благодаря каким-то там проектам именно восстановится та историческая ценность этих колодцев. Aici lângă mine este un măgăruș care are 13 ani, s-a născut în luna iulie și o cheamă Iulia. Noi suntem în satul Beșalma, care înseamnă 5 mere. Vedeți în spatele meu inscripția acolo. Suntem în continuare în unitatea teritorial-administrativă Găgăuzia. Deci aici în zonă, ca să înțelegeți, măgărușii sunt o chestie absolut obișnuită pentru deplasare. Sunt destul de mulți, sunt oameni care efectiv îi cresc pentru a-i vinde. Cum, spre exemplu, la nord avem vite sau cai. Aici sunt măgăruși. Iată, Iulia, vedem că e foarte responsabilă, e ascultătoare și nu știu cât de rapid poate merge. Iulia, merge mai repede? Nu, cam asta. Merge foarte responsabil, foarte ușor e de manevrat o asemenea căruță cu măgăruș. Iulia, de secundă, stop. Eu deja am învățat 2 cuvinte în limba găgăuză. Deci, acesta este cușac, ceea ce înseamnă brâu în limba română, iar aceasta este paraleie, ceea ce înseamnă pălărie.
А? Солид, ну? Почему вот именно для юга ослики такие вот ближе, чем И на кони? Востоке тоже много осликов, но на Востоке они то, что выносливы и выносят вот этот дальний каравай. Караван идет, и вот они даже вот, за верблюдами, вот лошади не могут терпеть без воды. Ага, а они могут. А эти могут. Ага. И Чем они лучше, помимо этого, лошадей? ну, то, что они малые, выносливые и меньше едят. Давайте людям скажем, сколько килограммов она может нести за собой. Таскать. 300-400 я точно даю. Причем она весит 200. Весит 200 где-то, да. Это почти в 2 раза больше. Вот сейчас телегу наполнит виноградом или чем. Но я почти 100 килограммов вешу. Да и я 100 примерно. И говорите, что здесь около 20-25 осликов в селе. А в других селах тоже многовато или? Есть. В каждом селе есть у нас. Скажите, пожалуйста, в чем вы сегодня одеты? Я смотрю, у вас, как и у Это меня. национальная одежда у нас. Так. Как говорится, раньше носили. А на гагаузском как будет ослик? Ищек. Ещек. Ищек. Ага. И на какие слова реагирует Юлия? Ну как приучится, так и реагирует. Как она будет «давай, поехали»? А я все время айлька и все. А как, да, остановиться Ну, на это гагаузском? как каждого лошадей, шакот, да и все. La Comrat am descoperit minunata bucătărie găgăuză și m-am îndrăgostit lulea de ea. Plăcinta cu brânză de oi și carnea de miel cu mirodenii și murături sunt o bunătate rară. Dacă ajungeți acolo, neapărat treceți prin satul Congaz și gustați tot ce vi se pune pe masă. La ferma de cai din Ceadărlunga am înțeles că aceste animale sunt pline de viață pentru că sunt crescute și îngrijite cu dragoste. Raionul Comrat are un potențial turistic enorm și chiar merită vizitat. În ediția următoare vom merge la Strășeni și vom face o ediție dedicată sărbătorilor de iarnă.